настоящей границы Чечни и Дагестана до определенных событий. Это озеро Кьезной-Ам. Так как я сегодня здесь граница проведена по озеру, я с этим абсолютно не согласен. И объясню документально, почему я не согласен, несмотря на то, что идут сильнейшие искажения исторических фактов и подтасовка документов, как я вам уже показал на примере Википедии. Вот настоящая граница. То есть, насколько до 30 километров минимум от озера Кьезной-Ам проходила граница. Правда это или нет? Давайте проверим. Я задаю вопросы, правда или нет. В 1983 году председатель кабинета министров ЧССР была передана Дагестану часть Кьезной-Ам и территории, прилегающей к нему. Не имеет никакой юридической силы, не имея решения парламента и без решения референдума ЧССР, незаконно принятое решение не имеет юридической силы и подлежит обжалованию. Вот это карта номер 6, фрагмент карты к секретному соглашению председателя Верховного Совета Дагестанской ССР и председателя Верховного Совета Чечено-Ингушской ССР от 1983 года с справкой границ, в том числе по озеру Кьезной-Ам. Друзья мои, я прошу представителей народа Дагестана, которые недолюбливают, скажем так, нас и считают, что их территории сегодня, которые они живут, это их территории, ответить мне на вопрос, какие события происходили в 1983 году. Правда это или нет? Вот здесь черными нарисовано, согласно 1983 году, новая граница, а я вам показал в предыдущем, вот так на самом деле она была, а не так, как ее провели в 1983 году, разделив озеро. И все. Это, во-первых, люди-то в кабинетах, что происходит, не знали. Это последняя война, и когда началось строительство, присваивание, то есть перечерчивание этих границ, когда они переходят на территорию уже тейпов, то вдруг стоим перед фактами. Оказывается, наши земли и не наши земли. До самого Харачоя перешли. Я понимаю, что в 1944 году были переданы земли, и когда нас выслали, половина Чечни принадлежала Дагестану, согласно документам. Но затем же, согласно документам, было внесено изменение. Вот про что разговор идет. Нужно вернуться в те границы, которые никак не могли быть территориями Дагестана. Меня легко обвинять там во всевозможных грехах, но, как вы видите, я вам показываю то, что у меня есть, как доказательная база. Пожалуйста, ответьте на эти вопросы, это правда или нет, приведите аргументы. Также я прошу своих подписчиков привести аргументы в доказательство этого со ссылками. Вот я вам даю информацию. И вот она, дополнительная информация. Я, конечно, могу отдельные документы выдергивать. Это целая история. Я уже готовил этот материал, но слишком длинными ролики получаются, которые вы тяжело смотрите. А здесь факт. Берем вырезку из газеты, извиняюсь. Открытый архив. История в документах. В президиум ЦК КПСС. Подписал этот документ Микоян, Ворошилов, Маленков, Брежнев и Беляев. Это было 22 декабря 1956 года. А теперь давайте его проверим и посмотрим. Комиссия по поручению Президиума ЦК с участием руководителей Грозненской области, Дагестанской, Северо-Осетинской ССР и представителей от чеченцев и ингушей рассмотрели вопрос о территории Чечено-Ингушской ССР. Это, заметьте, еще раз говорю, в 1956 году. То есть идет подготовка о возвращении о территории Чечено-Ингушетии. Я не знаю, кто был представитель от чеченцев и ингушей. Если вы знаете, приведите, пожалуйста, в комментарии. Бывшая Чечено-Ингушская ССР занимала территорию в 15,7 тысячи квадратных километров. Вы понимаете, что это абсолютная неправда. Территория, возможно, не буду спорить. Пожалуйста, тоже приведите документы. Я вам привел, как было 35 тысяч квадратных километров во времена государства Симсир. То есть это были чеченские земли. Но они уменьшились уже в Чечено-Ингушетии до 15,7 тысяч квадратных километров, на которые проживало 697 тысяч человек. Из них 368